Члены Комитета по экономической и фискальной политике Джоурку Кенеша провели выездное заседание на СЭС Бишкек. Нардепы, предприниматели и экономисты обсудили вопрос продления налоговых льгот для субъектов СЭС. А для этого они ознакомились с деятельностью ряда предприятий. Зарема Мусаева расскажет больше. Свободная экономическая зона Бишкек образована в 1995 году на 3 участках около 350 гектаров. Предприятия, работающие на СЭС, имеют особый статус, то есть они не облагаются налогами, а товары не лицензируются. Иными словами, это рай для инвесторов. В числе предприятий, работающих на СЭС, и производство солнечных батарей. Актуальная нынче продукция на рынке стоит около $200. Прямиком из Бишкека товары экспортируют за границу. Инвестиций сюда вложено немало. Все автоматизировано и сделано по последнему слову техники. Заказы в настоящее время отправляем в Германию, в Казахстан. Будем расширять рынки сбыта в связи с потребностями. На СЭС Бишкек производят и пластиковую тару, и ткани, подгузники и многое-многое другое. По оценке экономистов, это сотни рабочих мест и миллионы долларов инвестиций. Однако предприниматели обеспокоены. В конце года заканчивается льготный период для субъектов СЭС. Неопределенность есть, мы не знаем, что будет, как будет, потому что уже в середине октября и только что начинали обсуждать, что будет, как будет. Если льготный период не продлить, то сотни рабочих мест будут закрыты, а объемы выпускаемой продукции сократятся на 30%, сказал глава СЭС Душен Ирсалиев. Льготы мы не сохраним, то где-то рабочие места сократятся до 50%. Сейчас где-то 3500 человек работают, и объем производства где-то на 30% упадет. Выслушав чаяние инвесторов, депутаты Комитета по экономической и фискальной политике отметили, что будет рассматриваться целесообразность продления льготного периода для субъектов СЭС, а также эффективность их деятельности и вклад в развитие экономики страны. Поэтому опыт СЭСа, он очень удачный, показательный. Все развивается, как вы видите, новые инвесторы приходят. Поэтому и вся территория Кыргызстана тоже должна быть как наша свободная экономическая зона. Во-первых, сюда никто из проверяющих не заходит. Мы также должны сделать в Кыргызстане все законодательные акты таким образом. На территории СЭС Бишкек функционируют предприятия как отечественных, так и зарубежных инвесторов из 28 иностранных государств, в том числе 123 предприятия со 100% иностранным капиталом, 49 совместных и 126 отечественных предприятий. Зарема Мусаева, Сентур Абыкеев, Общественный, Первый канал.